После 11 лет заключения казахстанский суд удовлетворил ходатайство бывшего главы Казатомпрома Мухтара Джакишева. Он выйдет на свободу через 2 недели и должен будет предпринимать меры по возмещению государству ущерба в 261 миллион долларов. Естественно, то, что сейчас освобождение Джакишева активно сейчас будет подавать, как знак того, что Токаев чем-то все-таки отличается от Назарбаева. После вчерашних митинга и беспорядков милиция Бишкека задержала более 160 человек. Организаторам вменяют попытку захвата власти. Правозащитники говорят о грядущем ужесточении правил проведения собраний. Это совместный проект дать людям пищу, чтобы они возмущались и, воспользуясь моментом, запретить всякого рода мероприятия. Коронавирус буйствует в Южной Корее, Иране и Италии. В самом Китае число заразившихся резко сокращается. Всемирная организация здравоохранения выпустила четкие правила профилактики вируса. Сегодня они в нашей программе. Увы, вам не поможет ни детская моча, ни пребывание на холоде, ни употребление кокаина. В прямом эфире информационная программа «Настоящее время. Азия» в бишкекской студии. Я Шавкат Тургаев. Здравствуйте. В Казахстане на свободу выпускают Мухтара Джакишева. Сегодня суд удовлетворил его ходатайство об условно-досрочном освобождении. Экс-глава национальной компании «Казатомпром» с 2009 года отбывает 14-летний тюремный срок по обвинениям в коррупции. Правда, правозащитники давно признали его политическим заключенным. Ернур Дожанов продолжит. О долгожданном освобождении Мухтара Джакишева начали говорить еще в конце прошлой недели. Тогда на это обратил внимание сам президент страны. В интервью одному из местных интернет-порталов Касым-Жомарт Токаев заверил, что предстоящее решение суда по делу экс-главы Казатомпрома будет справедливым. И вот сегодня, после неоднократных просьб, ходатайство Мухтара Джакишева удовлетворили. Это известие в зале суда его сторонники встретили с ликованием. Ходатайство осужденного Джакишева Мухтара Иркиновича об его условно-досрочном освобождении от наказания удовлетворить. Мухтар Джакишев провел за решеткой почти 11 лет. Арестовали его в мае 2009 года. Он был осужден в общей сложности на 14 лет лишения свободы по обвинениям в коррупции. Такое решение правозащитники называли политически мотивированным. Международные организации неоднократно призывали Казахстан освободить экс-главу Казатомпрома. По всей стране проходили пикеты в его поддержку. По мнению политолога Досыма Сатпаева, помиловали Мухтара Джакишева неспроста. Власть пошла на такой шаг, чтобы немного снизить накал в обществе. Градус недовольства властью резко возрос после смерти в СИЗО гражданского активиста Дулата Агадила. Смерть активиста, она в очередной раз просто всех убедила, то, что авторитаризм и существующий, скажем так, репрессивный механизм по отношению к недовольным, он существует, работает. Естественно, то, что сейчас освобождение Джакишева активно сейчас будет подавать, как знак того, что Токаев чем-то все-таки отличается от Назарбаева. Но еще раз повторю, у Джакишева и так отобрали здоровье, годы. Власть не только пытается выпустить пар, но и преследует другие цели, считает политический деятель Зауреш Баталова. По ее словам, казахстанцев потихоньку готовят к значимым переменам в госуправлении. Речь не идет о переменах в обществе, речь идет о решениях, которые власть будет принимать. И все решения, которые будет власть принимать, она будет принимать только для себя. Это сохранение власти в руках, это какая-то новая модернизация системы власти для того, чтобы обеспечить именно длительность, продолжительность нахождения во власти. Ожидается, что Мухтар Джакишев выйдет на свободу через 15 дней. Тогда решение суда вступит в законную силу. За время заключения у Джакишева серьезно ухудшилось состояние здоровья. Сейчас у него 3-я степень инвалидности. Остаток срока 3 года и 2 месяца экс-глава Казатомпрома будет на контроле у полиции. Ему запрещается покидать страну, и также он должен возместить ущерб государству. Оценивается он почти в 261 миллион долларов. Так что же значит освобождение Мухтара Джакишева? Об этом мы поговорим с казахстанским правозащитником, директором Бюро по правам человека Евгением Жовтисом. Господин Жовтис, здравствуйте. Об освобождении Джакишева как свершившемся факте говорить пока рано. Прокурор может обжаловать решение суда. Вообще, насколько велика вероятность, что его отпустят? Ну, я думаю, после выступления господина президента и этого решения суда это маловероятно, хотя исключать нельзя. Дело в том, что в ходе этого суда прокурор, как известно, выступил против условно-досрочного освобождения Джакишева. Поэтому у прокуратуры есть возможность в течение 15 дней протест снести. Но если это политическое решение на самом высоком уровне, то надеюсь, что этого не произойдет. Вот и все-таки, как вы думаете, почему суд решил освободить Джакишева? Вы не исключаете тот момент, что могло быть распоряжение сверху?
Конечно. Наш суд по политическим делам абсолютно зависимый. Он никогда не принимает решения, которые не согласованы на политическом верху. Это касается и приговоров политическим деятелям, и людям, в отношении которых процессы политически мотивированы. Это касается их освобождения, это касается освобождения условно-досрочно и так далее. То есть здесь решения только политические, которые потом оформляются судом. Естественно, это решение было принято наверху, потому что полгода назад, в июле, Джакишеву было отказано. И тоже было решение явно на политическом уровне. Поэтому в данном случае это решение наверху, а с чем оно связано? С целым рядом факторов. Господин Сатпаев говорил о факторе гибели активиста Агадила и раздражения общества. Можно говорить о решении Комитета ООН по правам человека, который своим решением призвал освободить Джакишева. Европейские парламентарии принимали резолюции. То есть очень много было обращений к казахстанским властям это сделать. Так что это такой шаг многоплановый и внутрь страны, и вовне. Ну вот мы знаем, что Джакишев серьезно болен. А как вы думаете, власти могли побояться, испугаться чего-то, что мог просто умереть в тюрьме, и тогда вина бы его смерти легла бы непосредственно на руководство страны? Правозащитники об этом говорили очень давно, что его состояние здоровья все время ухудшалось, ему невозможно было в условиях тюрьмы оказывать надлежащую медицинскую помощь и надлежащее, так сказать, его лечить. А случай с Агадилом продемонстрировал, что такая угроза всегда существует. Поэтому я думаю, что это тоже свою роль сыграло. Хотя, к сожалению, это не играло роль полгода назад или до этого. Ну вот и все-таки можно ли говорить, что власти Казахстана, освободив Джакишева, тем самым снижают градус напряженности в обществе, который повысился, как рассказывал наш корреспондент, после смерти в СИЗО активиста Дулата Агадила? Я думаю, что немножко, конечно, это понизит, потому что этого очень долго ждали. Я думаю, что в Казахстане даже те, кто мог быть, так сказать, не поддерживать Джакишева, понимали, что в отношении его очевидная несправедливость. Я думаю, это понимали и в самом государственном аппарате. Потому что одновременно за последние несколько лет у нас выпустили пару десятков высокопоставленных чиновников, которые и 2, и 3 лет не отсидели при преступлениях. Ну, в случае с Джакишевым у меня еще большие вопросы к самому обвинению, но тем не менее преступлениях не меньших, а иногда и больших. Поэтому в данном случае это, конечно, повлияет на общество положительно. Но я не думаю, что это что-то поменяет серьезно, потому что уровень недовольства, тех же самых задержаний позавчера, протестующих и так далее, он продолжает все-таки нарастать, а не снижаться. И все-таки, как вы думаете, вы бы могли представить, что Джакишева могли бы освободить при Назарбаеве? Нет, потому что, так сказать, не тайна, что Джакишева связывают с лидером запрещенной ДВК господином Аблязовым. А это вопрос для господина Назарбаева был личный. Поэтому я не рассчитывал на то, что при Назарбаеве его могут выпустить. А то, что сейчас это удалось сделать, и что такая политическая воля была проявлена, я думаю, что в данном случае господин Назарбаев и его команда не стали вмешиваться, это правильно. Хотя бы какой-то, будем говорить так, шаг гуманности был сделан. Но, тем не менее, я не думаю, что это возможно было бы несколько лет назад. Большое вам спасибо. Я напомню, в прямом эфире интервью нам давал директор Бюро по правам человека Казахстана Евгений Жовтис. Всего вам доброго. До свидания. Более 20 человек пострадали во время вчерашних столкновений с милицией в Бишкеке. Слезоточивый газ, травля собаками и светошумовые гранаты. Это еще не весь список спецсредств, которые накануне применили силовики. Организаторам митинга вменяют попытку захвата власти. Начнут ли в стране закручивать гайки с новой силой, узнавала Джипек Бигалиева. Если вчера речь шла примерно о 2 десятках задержанных участниках митинга, то сегодня стало известно, что людей, доставленных в местное отделение милиции, было намного больше. 166 человек задержали после разгона демонстрации в центре Бишкека. Правда, всех их почти сразу отпустили. В СИЗО ГКНБ все еще находятся организаторы демонстрации в поддержку осужденного политика Садыра Джапарова. Это бывший депутат парламента Канабек Осмоналиев и брат Садыра Джапарова Сабыр Джапаров. Власти подозревают их в покушении на насильственный захват власти. Оппозиционный политик Адахан Мадумаров, один из главных конкурентов президента Кыргызстана на последних выборах, считает, что власти начали закручивать гайки. Он подозревает, что силовики специально допустили беспорядки, чтобы потом ужесточить правила проведения массовых собраний. То, что мэрия позволяет в дневное время проводить там на площади мероприятия, и то, что они вели себя таким образом вчера,
извините меня наводит на такую мысль, что это совместный проект. Это совместный проект дать людям пищу, чтобы они возмущались и, воспользуясь моментом, запретить всякого рода мероприятия. Совпадение это или нет, но в столичной мэрии сразу после митинга действительно решили обратиться в суд, чтобы запретить проводить митинги в центре Бишкека. А уже сегодня в штабе по поддержке Садыра Джапарова милиция провела обыск. Несмотря на это, по мнению доктора политических наук Жолборса Джоробекова, большая часть кыргызстанцев пока еще поддерживает политику властей. Вчерашний митинг и по организации, по своей риторике был очень низкого уровня. Власти его разогнали, но кредит доверия у властей еще есть. Люди все еще верят ей и ждут честных выборов. Вчерашний митинг – цветочки перед выборами в местные законодательные органы и парламент страны осенью. Если выборы пройдут с нарушениями, народ будет очень недоволен. Возможный запрет на массовые акции в центре города сейчас беспокоит не только политиков. 8 марта в Бишкеке должно пройти очередное масштабное шествие женщин против насилия. Его организаторы беспокоятся, что ограничения могут коснуться и участников мероприятия. ЦИК Таджикистана объявил предварительные результаты выборов. 6 из 7 политических партий проходят в парламент. 5 партиям досталось 16 кресел на всех. 47 мандатов, то есть парламентское большинство, остается за президентской партией. За исключением социал-демократической партии. Остальные более чем довольны результатами, хотя и не могут ни на что влиять. Анушер Ванарипов подводит итоги выборов. Аграрная партия Таджикистана – второе политическое объединение в стране по количеству депутатов в парламенте после президентской партии. На этих выборах партия получила 7 кресел, на 2 больше, чем в прошлый раз. И, конечно же, ее члены крайне довольны результатами. Свой успех в партии связывают не с деятельностью за прошлые годы, а с тем, что их во время агитации наконец-то показали по телевизору. К слову, за 2 недели аграриям дали выступить всего 1 раз и выделили 40 минут эфирного времени, из которых они использовали чуть более 30. Но депутаты уверены, этого оказалось достаточно, чтобы завоевать сердца избирателей. Естественно, те видеоролики, которые показывали по государственному и прочим телеканалам, повлияли на результаты. Партия экономических реформ Таджикистана – такое же пассивное политическое объединение, как и аграрии. Ни разу за 4 года работы предыдущего парламента экономисты не голосовали против законодательных инициатив президента страны и законопроектов правящей партии. Только за. Ранее в интервью местным СМИ лидер партии Рустам Кудратов заявлял, они уверены в том, что получат как минимум 5 кресел, на 2 больше, чем было в прошлом созыве. Но оказалось, что даже 4 полученных мандата оказались для них верхом мечтаний. Как вы слышали, 805 тысяч избирателей проголосовали за нашу партию. Это превзошло все наши ожидания, конечно. Но, с другой стороны, это накладывает отпечаток на нашу деятельность, потому что та программа, которую мы представили нашим избирателям, надо ее выполнять теперь в будущем. Таджикистанские демократы в парламент попадают только во 2-й раз. У них снова 1 кресло. Но даже таким результатом они довольны и оспаривать решение ЦИК не собираются. Здесь не скрывают, что поддерживают во всем партию Рахмона и даже обижаются, когда их называют оппозиционерами. Народ сам выбирает, потому что, соответственно, мы представили народу те проблемные места, которые есть в обществе и в экономике страны, но, однако, народ выбрал, соответственно, свою кандидата. Только в социал-демократической партии Таджикистана не признают результаты выборов. В соцсетях руководство партии откровенно заявляет, что подсчеты были сфабрикованы, и решение о том, сколько кресел какой партии выделить, принималось правящей элитой и даже менялось несколько раз. А сама процедура голосования ни на что не влияет. Правда, в партии не объясняют, зачем они участвовали в выборах, если заранее знали особенности национальной политики. Таким образом, предварительные результаты выборов в Маджлисе Намуяндагон Маджлисе Оли Республики Таджикистан по единому общереспубликанскому избирательному округу, то есть по партийным спискам, в течение 12 часов менялись трижды. Еще ни разу ОБСЕ не признавали парламентские выборы в Таджикистане демократичными и прозрачными. В организации, видимо, совсем не верят в развитие демократии и какие-то положительные изменения в стране, так как направили всего 7 наблюдателей, в несколько раз меньше, чем на парламентские выборы 2015 года. Анушер Ванарипов, Насим Исамов. Настоящее время Азия. Смотрите далее в нашей программе.
Коронавирус буйствует в Южной Корее, Иране и Италии. В самом Китае число заразившихся резко сокращается. Всемирная организация здравоохранения выпустила четкие правила профилактики вируса. Сегодня они в нашей программе. Увы, вам не поможет ни детская моча, ни пребывание на холоде, ни употребление кокаина. Это программа «Азия». В Таджикистане скончался осужденный на пожизненный срок Хусейн Абдусамадов. Его признали виновным в убийстве летом 2018 года иностранных велотуристов. Начальник Главного управления исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции Мансурджон Умаров сообщил, что причина смерти заключенного выясняется. По его словам, у Абдусамадова не было каких-либо серьезных хронических заболеваний, поэтому тело отправили на судмедэкспертизу, чтобы исключить насильственную смерть в результате пыток и жестокого обращения. Умаров назвал умершего, цитата, одним из самых опасных террористов. Чиновник отметил, что Абдусамадов не раскаялся в убийстве велотуристов. Я напомню, в конце 2018 года на трассе Душанбе-Донгара автомобиль наехал на путешествовавших по Таджикистану иностранных велотуристов. После наезда мужчины, которые сидели в машине, добили людей топорами и ножами. Ответственность за гибель туристов взяла на себя группировка «Исламское государство». 7 сотрудников колонии в казахстанском поселке Заречный приговорили к тюремным срокам за пытки заключенных. О происходящем в тюрьме стало известно после публикации в YouTube десятков жестоких видеороликов. Шолпан Разбекова продолжит. Максимальные сроки по статье о пытках получили сотрудники колонии, которые применяли насилие к заключенным от 5 до 7 лет. Такое внимание именно к этому уголовному делу обеспечили 40 видеороликов в Ютубе. На кадрах видно, как несколько надзирателей бьют подвешенного за руки заключенного. И такие методы, как показало следствие, они применяли к нескольким осужденным. Нет, не буду. Это видео было снято одним из арестантов на мобильный телефон, который в стенах колонии считается запрещенным предметом. Продал смартфон сидельцу один из тех надзирателей, который, по иронии, попал на камеру. К слову, сотрудники колонии могли отделаться лишь штрафом, но так как пытки совершались неоднократно и в группе лиц, то и статья, по которой они обвиняются, предусматривает более строгое наказание. Сегодня члены наблюдательной комиссии на пресс-конференции в Алматы озвучили, каким будет их наказание. Шабденов – это замполит, который зам по воспитательной работе. Жексенов – это заместитель по режимно-оперативной работе. Они оба приговорены к 7 годам лишения свободы. Мукашев и Нарбеков приговорены к 6 годам лишения свободы. Байгалиул, Дикибаев, Колыбаев – они приговорены к 5 годам лишения свободы. По словам членов наблюдательной комиссии, это уголовное дело не последнее. Вполне возможно, что расследование будет продолжено. Еще остались те, кто сумел избежать наказания. Порядка 3-4 человек не были привлечены к уголовной ответственности. Так же, как и я скажу, что в данном деле потерпевших должно было быть намного больше. В начале расследования было признаны потерпевшими порядка 10 человек. Завершение, следственных действий у нас оказалось только 3 потерпевших, именно тех, которые попали на видео. Как оказалось, жестокие пытки в стенах колонии были в порядке вещей. Наказывать таким образом заключенных могли за самые обычные проступки. Чтобы доказать, что в колонии применяются пытки, один из заключенных вел видеосъемку почти 2 месяца. Потерпевшие продолжат отбывать наказание в той же колонии ЛА-155/8, а вот осужденные сотрудники будут сидеть в колонии средней безопасности, по-старому колонии общего режима в городе Семей. Там находятся бывшие сотрудники правоохранительных органов. Решение суда пока еще не вступило в законную силу, поэтому все фигуранты этого дела могут еще обжаловать приговор, хотя члены наблюдательной комиссии надеются, что он останется без изменений. Общее число больных коронавирусом в мире уже больше 91 тысячи. За последнюю неделю в Китае стабильно уменьшается динамика новых случаев заболевания. Сейчас по этому показателю лидируют Иран, Италия и Южная Корея, рассказывает Дарья Тимофеева. По темпу заражения Южная Корея последнюю неделю занимает 1-е место. Но если эта динамика сохранится, Иран уже завтра вырвется вперед. За последние сутки в Южной Корее зафиксирован 851 случай против 835 в Иране. В сумме в этих двух странах более 7,5 тысяч больных коронавирусом. В Южной Корее к борьбе с COVID-19 присоединились военные. Они дезинфицируют улицы по всей стране. Я чувствую облегчение после дезинфекции деревни. Определенно. Нам всем нужно быть внимательными. Знаете, эта деревня очень уязвима. Я благодарна солдатам.
Иран же только-только начинает предпринимать масштабные меры. В очаге эпидемии в городе Кум развернули мобильные госпитали. Официально Тегеран начал запрашивать у зарубежных стран гуманитарную помощь. Первой такую просьбу получила Россия. Всемирная организация здравоохранения тем временем отправила первую партию медицинского оборудования и тестовых наборов в Иран. Всемирная организация здравоохранения активно работает над тем, чтобы объединить все заинтересованные стороны – медицинских работников, правительства, исследовательские учреждения, ООН, неправительственные организации, частный сектор. Мы разработали единый глобальный план действий. У каждого отдельного участника есть своя собственная роль в противодействии вирусу. Тем временем злополучный круизный лайнер Diamond Princess, который стоит в порту Якогамы, покинули последние пассажиры. Примерно 130 членов экипажа будут помещены в карантин на 2 недели в государственном учреждении в префектуре Сайтама. После карантина и повторного тестирования на коронавирус им будет разрешено покинуть Японию. А в Узбекистане в карантин поместили 231 пассажира, которые вернулись из Южной Кореи. Узбекистанские авиалинии отменили рейсы в Иран, Афганистан, Японию и Италию. Таджикистан, в свою очередь, запретил въезд на свою территорию гражданам 35 стран, где зафиксировано наибольшее число зараженных коронавирусом. Турфирмам предписано временно отказаться от организации туров в и из Таджикистана. Дарья Тимофеева, Акрам Абдукахор. Настоящее время. Азия. Так что же такое коронавирус, а главное, какая его профилактика рекомендуется в следующем материале. Собраны единственно правильные советы. Все строго с рекомендациями ВОЗ, рассказывает Анна Шаманская. Главное помнить, коронавирус – это респираторный вирус. В основном он передается воздушно-капельным путем. То есть заразиться можно, если вы вдохнете капли или слюну, выделенные из дыхательных путей больного при кашле или чихании, например. Эти выделения разлетаются не более чем на метр, так что на большие расстояния вирус путешествовать не может. Коронавирус также не передается через укусы комаров, контакт с домашними животными или посылки, полученные из Китая. Та же история с банкнотами. Коронавирус на любых поверхностях сохраняет жизнеспособность всего несколько часов. Так что шанс заразиться через прикосновение очень низкий. Если вы здоровы, то надевать маску вам нужно только при контакте с людьми, уже зараженными вирусом. Все, что нужно здоровому человеку, чтобы не заболеть, это регулярно мыть руки водой с мылом или обрабатывать их спиртосодержащим средством. ВОЗ также советует обрабатывать поверхности обычными бытовыми дезинфицирующими средствами. Другие меры профилактики, о которых много пишут в интернете, не работают. А безумных, ложных советов там полно. Увы, вам не поможет ни детская моча, ни пребывание на холоде, ни употребление кокаина, ни этанол, ни хлорная известь, ни промывание носа солевым раствором, ни чеснок, ни кунжутное масло, ни антибиотики, ни вакцина против пневмонии. Специалисты ВОЗ подчеркивают, на данный момент рекомендованных лекарств для профилактики или лечения коронавирусной инфекции COVID-19 нет. Просто мойте руки, слушайте, что рекомендуют врачи и власти, и берегите себя. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Я желаю вам всего самого доброго. До встречи в эфире программы «Азия». Почему Кремлю не нравится официальный день сопротивления оккупации Крыма? Ведь значит, этот день будет отмечаться ежегодно 26 февраля. Почему 26 февраля – день сопротивления оккупации? Идет война, идет борьба. Хронология тех событий. Смотрите «Крым. Реалии» в эфире телеканала «Настоящее время». Ну, такая героиня, как Айшат, мне кажется, она женщинам нужна и сейчас, и тогда. Сейчас, мне кажется, даже еще больше нужна была бы. В то время, когда появилась клиника Айшат, жизнь горяна, конечно, была намного тяжелее. Тогда не было ни элементарных коммуникаций в горах. С родника носили воду женщины по 2 километра, по 3 километра. Когда человек свободный, когда человек образованный, это самый счастливый человек. А что значит быть свободным? Это значит почувствовать себя